В начале заседания Кабмин одобрил отчет министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба о реализации межведомственной программы развития демографии за 2022 год. В рамках программы единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей получили семьи, постоянно проживающие на территории Абхазии. Из рассмотренных заявлений в отношении 362 было принято положительное решение об осуществлении единовременной выплаты, из которых 3 семьям было выделено по 200 тысяч рублей в связи с рождением двойни. Таким образом, в 2022 году выплаты осуществлены за рождение 365 детей, из которых мужского пола 193, женского 172. На общую сумму 36 миллионов 500 тысяч рублей. Кабинет министров одобрил итоговый отчет о выполнении целевой программы «Жилище-2022». В прошлом году комиссия рассмотрела 94 заявления. В реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади был включен 51 человек. Бюджетные расходы на реализацию программы составили 40 миллионов рублей. Всего одобрено 155 заявлений. Программой также установлены размеры, то есть на заявителя 500 тысяч рублей плюс 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, но не более 1 миллиона одному заявителю. В принципе, те лица, которые не успели приобрести на 1 января 2023 года, им оказываем помощь уже в 2023 году, и уже 6 семей в 2023 году также приобрели. То есть, таким образом, получается, что 145 семей уже приобрели, 10 семей пока еще в поисках жилья. Также Кабмин утвердил персональный состав распределительной комиссии по госпрограмме «Жилище-2023-2025». Объемы финансирования на эту программу увеличены. Указом президента предыдущие 3 года на каждый год предусматривали 40 миллионов рублей, то на 23, 24, 25 год предусматривается уже по 60 миллионов рублей, то есть 180 миллионов рублей на 3 года. Также увеличили размеры финансовой помощи. То есть, если на заявителя было 500 тысяч и 100 тысяч на каждого члена семьи и не более 1 миллиона, то на этот раз уже 700 тысяч рублей на заявителя и плюс 100 тысяч рублей на каждого члена семьи и не более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Семьям добровольцев Дмитрия Торгашова и Беслана Липартия, погибших в ДНР, назначены единовременные выплаты. Беслан Липартия погиб во время несения боевого дежурства. Его семье выделят 500 тысяч рублей. Семье Торгашова выплатят 1 миллион рублей. Кроме того, семье добровольца Адама Лагвилава со дня его гибели в ходе боевых действий в ДНР назначено ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Пособие будет выплачиваться до достижения 18 лет. Правительство установило государственные квоты на 2023 год на хранение и ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Также утвержден отчет об исполнении плана госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2022 году Абхазского государственного издательства. На заседании утвердили тематический план госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2023 году. Планируется издать 220 авторских листов. В этом году на мероприятие по развитию государственного языка будет выделено 5 миллионов рублей. Эти средства направят на создание курсов ускоренного обучения абхазскому языку, перевод официальной документации. Планируется выпуск говорящей азбуки для самых маленьких, аудиокниг, дубляж мультфильмов и художественных фильмов, издание сборников стихотворений для детей. В рамках заседания начальник госуправления по языковой политике Гунда Квициния коснулась и закона о рекламе. Квициния отметила, что большинство названий различных заведений и мест, например, в столице, в основном на русском и английском языках. И лишь изредка можно встретить вывеску на абхазском языке. Хара специалист хаму по рекламе ганахела дукахцен зиги тхна акала кехадара рахья ател хасид ирубас ха на парламента че уже ариашра калар галит адзыргара закон
иахьынӡауа уа иарбоуп урыс бызшәали, даҽа бызшәакали, анбанқәа еиҳамзароуп аԥсуа бызшәа аасҭа. Кабмин Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу разработка и внедрения системы определения общего допустимого улова для основных промысловых рыб в Абхазской акватории Черного моря. Программа позволит предоставлять материалы по ОДУ в научно обоснованном виде как для Кабинета министров, так и для межправительственной комиссии и повысить эффективность рационального использования рыбных ресурсов Абхазии. Очень много вопросов, которые адресуются научному сообществу. И не всегда возможно получить ответы, потому что в любом случае эта сфера требует к себе особого отношения, подготовки специалистов в этой сфере. Например, в прошлом году было поймано 60 тысяч тонн рыбы, в этом году в 10 раз меньше. И возникает естественный вопрос, что происходит с рыбными запасами в акватории Черного моря. Каковы тенденции, на что нам можно рассчитывать и какие прогнозы могут быть. Ответ на этот вопрос, естественно, может быть дан только с научной точки зрения, который основан на методических разработках. Правительство также утвердило целевую программу по разграничению морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. У нас между Абхазией и Российской Федерацией нет каких-либо сложных проблем, связанных с делимитацией морских пространств. Но при этом следует учесть, что этот вопрос привлекает к себе достаточно пристальное внимание. Поэтому все, что делается в этом направлении, требует тщательного, тонко выверенного с методической точки зрения работ, подходов и оценок. Именно по этой причине была предложена эта среднесрочная целевая программа, в рамках которой будет приобретено необходимое оборудование, разработаны методы, собран необходимый материал. Срок этой программы с 23 по 27 год. Объем финансирования на этот период составляет 7 миллионов 500 тысяч, по 1,5 миллиона в год. Члены правительства также рассмотрели постановление о приватизации дома отдыха «Псоу», расположенного в поселке Цандрипш Гагарского района. Данный объект в 2016 году был выставлен на продажу со стартовой ценой в 61 миллион рублей. Однако победившая в конкурсе сторона не смогла своевременно внести оплату. Таким образом, итоги конкурса были аннулированы. После того, как было аннулировано итоги конкурсов, Госкомитет в 2019 году сдал этот объект в аренду. После этого вторая сторона, которая не победила в этом конкурсе, они подали в суд. Арбитражный суд решил, что сделка не состоялась, арендный договор нужно аннулировать и понудить Госкомитет, именно такая фраза в решении суда, понудить Госкомитет провести повторную приватизацию данного объекта. Провели повторную оценку оценочная комиссия, и сегодня предлагается стартовая цена для конкурса в 150 миллионов рублей. В послевоенные годы правдами и неправдами были заняты государственные объекты. До сих пор те люди, которые работают в этих объектах, считают это своей собственностью. До 2001 года, хочу проинформировать вас, например, в городе Гагра было курортное управление. В подчинении этого управления было 47 объектов. У государства сейчас не осталось ничего. Еще раз подчеркиваю, я не конкретно по этому вопросу. Я даже не знаю, кто между собой спорит. Но такого рода решения и до Беслана Сергеевича, они принимаются как само собой разумеется. Конечно, не могу не отметить, что особенно с 2014 по 2020 год, наверное, это был самым урожайным годом по приватизации государственной собственности, что не может не вызывать определенного рода озабоченность. Те объекты, которые были построены на территории Абхазии, на территории Абхазской ССР после развала Союза,
безусловно, являлись народным достоянием. Но те или иные люди по тем или иным причинам, либо им было передано комитетом по туризму, либо было занято. Вот. Я к чему говорю? Потому что вопрос о приватизации, он как бы само собой разумеющийся. Там уже есть хозяева 30 лет. 500 миллионов рублей. Оценщики оценили в 150, но это неверно. Нет, ну это не значит, что продажа такая. Они же не говорят, что продать надо. Они говорят просто оценивают. Это мало ли что они говорят. Нам надо с этим еще разобраться. У нас много оценочных организаций разных. При всем уважении к ним, очень часто их оценки не устраивает государство. Всего-навсего. Вот это нам надо иметь в виду. В ходе обсуждения была утверждена новая стартовая цена для конкурса – 500 миллионов рублей. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В результате сердечного приступа